Современный фашизм скрывается за множеством обличий, и главная задача современного общества – вовремя разглядеть коричневую угрозу и пресечь ее распространение. Современный фашизм выглядит немного под другим именем, его подают нам под другим соусом, под другими девизами, а смысл остался один и тот же. И мы должны, во-первых, сами поддерживать в себе память. Второе, мы должны молодому поколению донести, чтобы те попытки Запада, которые хотят исказить историю, чтобы они не прошли. Жители Донбасса первыми почувствовали на себе последствия фашистской идеологии. Долгих 8 лет их пытался подчинить себе киевский режим. Именно поэтому форум, проходивший в Якутии, так важен для тех, кто живет за 1000 километров в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Сегодня на этом форуме, знаете, прозвучала эта правильная связка нашего понимания в республике и того понимания, которое есть в 6-часовых поясах от Донбасса. Да? Понимание того, что да, действительно нацизм сегодня существует, он проявляется в самых крайних формах, он сегодня вырос на той территории, которая в свое время пострадала от фашистской Германии, то есть в которой фашизм просто в свое время катком прокатился. И важно, что у республики есть понимание, важно, что у республики есть традиции антифашистского движения. Бороться с фашизмом можно не только на поле боя с оружием в руках, но и в тылу, противостоя чуждой идеологии и информационной войне. Конечно же, очень важно сегодня победить и на поле войны, и очень важно победить на информационном поле. Потому что сегодня Запад делает ставку на подрыв нашей страны изнутри, делает все, чтобы подорвать единство нашей страны. И наша задача, всего нашего общества, не допустить этого. Враг понимает, что на поле битвы Россию победить невозможно, и делает все, чтобы, как раз еще раз хочу сказать, победить нас изнутри. Недаром в названии форума есть слово «первый». Это значит, что будет и второй, и последующий, до тех пор, пока фашизм и нацизм не станут пережитком прошлого. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск.